эфире новости на телеканале «Якутия-24». В студии Надежда Саханская. В начале о темах этого выпуска. Главное – держаться порядка. В период нерабочих дней в Якутии усилит контроль за соблюдением ограничений. Только от жизни собачьей. В местном приюте Ленска появилась операционная для животных. Расскажем об этом более подробно. В период нерабочих дней, объявленных с 30 октября по 7 ноября, в Якутии усилит контроль за соблюдением ограничений. В отношении нарушителей должны приниматься строгие меры, заявил об этом глава республики. В эти дни Айсен Николаев поручил главам усилить темпы вакцинации, особенно в тех районах, в которых она ниже 70% от плана. По его словам, таких районов сегодня два – это Чурапчинский и Намский. То же самое касается и ревакцинации, которую в настоящее время прошли только 25 тысяч якутян. Айсен Николаев напомнил главам муниципальных образований, что система QR-кодов вакцинированного или переболевшего продолжит действовать и после нерабочих дней. А те, кому вакцина противопоказана по состоянию здоровья, должны предъявлять на входе медицинскую справку и отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее, чем за 72 часа. В Роспотребнадзоре напомнили, что с 30 октября по 7 ноября не допускается работа следующих предприятий. Всех магазинов, за исключением продуктовых и реализующих товары первой необходимости, торгово-развлекательных центров, торговых центров, вещевых рынков и ярмарок, парикмахерских, соляриев, салонов красоты, массажных кабинетов, турбаз, зоопарков, фитнес-клубов, тренажерных залов, манежей, лыжных баз, крытых ледовых катков и спортивно-досуговых организаций. Открытыми остаются ледовые катки, пункты проката, бассейны, бани, сауны, солярии, компьютерные клубы. Также в торговых центрах Якутии будут работать аптеки и продовольственные магазины. Как отметила глава Роспотребнадзора, по правилам социальной дистанции на одного человека должно быть 4 квадратных метра пространства. Всего в республике на сегодня работают 19 лабораторий для диагностики коронавируса. В северных районах ввиду транспортной трудной схемы проводится экспресс-диагностика. Необходимо отметить, что лаборатории работают с большой нагрузкой. На сегодня в сутки лаборатории обрабатывают до 6 тысяч анализов. Также в Роспотребнадзоре имеется горячая линия, позвонив на которую можно пожаловаться о неполучении результатов ПЦР-исследований. Ольга Балабкина на рабочей встрече с представителями Минздрава России и Фонда социального страхования обсудила вопросы выделения дополнительного финансирования на содержание медицинских организаций в труднодоступных отдаленных местностях в рамках разработки новой модели финансирования здравоохранения Дальнего Востока. Она отметила, что для Якутии и Дальнего Востока расходы на медицинское обеспечение населения арктических территорий превышают нормативы. Накладные расходы на ту же стоматологическую помощь по подсчетам экономистов выше, чем в центральном регионе России. Кроме того, по мнению Балабкиной, в федеральном бюджете должны быть предусмотрены дополнительные средства на расширение работы санитарной авиации в Якутии с целью обеспечения доступности медицинской помощи. Нельзя сказать, что переговоры проходят, и еще сами диалоги, встречи проходят достаточно гладко, но сегодня мы находим компромиссное решение, по которому все-таки выходим на и общее понимание с Минздравом Российской Федерации и Министерством Дальнего Востока на необходимость покрытия тех фактических расходов, которые мы несем в этих медицинских организациях. Потому что в любом случае мы понимаем, что эти организации должны там сохраняться. Более того, субъект обязан там просто оказывать доступную и качественную медицинскую помощь. Государственная Дума приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда на 2022-2024 годы. В проекте заложено повышение пенсий неработающих пенсионеров. При этом среднегодовой размер страховой пенсии в следующем году составит 17 115 рублей. Не исключено, что темпы индексации изменятся ко второму чтению, ведь фактическая инфляция ожидается выше, чем заложено в бюджет Российской Федерации и казну фонда. Всего на социальные выплаты планируется направить до 2 триллионов 200 миллиардов рублей в 2024 году. Спецтехника и рабочие Якутдорстроя в круглосуточном режиме проводят расчистку снега и противогололедные мероприятия на улицах столицы в связи с интенсивными осадками. Сотрудниками выполняется механическое подметание тротуаров и площадей, подсыпаются речным песком автобусные карманы, кольцевые развязки и перекрестки улиц. На мероприятиях задействовано порядка 90 человек. Якутдорстрой завозит песок всем территориальным органам управления. Во всех округах и пригородах города действуют 24 накопительные
накопителя песка. Дворники управ проводят отсыпку песком пешеходных тротуаров, переходов, автобусных карманов и перекрестков улиц. В Якутии стартовал прием документов на участие в республиканской программе по обеспечению качественным жильем, которая предусматривает аренду жилья по льготной стоимости отдельным категориям граждан. О том, кто имеет право на льготную аренду и на каких условиях, выясняла Марферина Алексеева. Претендовать на аренду жилья по льготной стоимости имеют право граждане из числа инвалидов первой группы или жители, в составе которых имеются дети-инвалиды или имеющие тяжелые заболевания. Единственное условие – не иметь недвижимость в Якутске. Пенсионерка Лилия Галиевна со своим сыном вынуждена жить в столице. После травмы позвоночника ее сын стал неподвижным. Пришлось переехать из Момского района в Якутск, так как только живя в столице можно обеспечить необходимый уход и лечение. А до этого я жила на квартире с сыном. Это, считай, надо нести и инвалидную кровать, инвалидную эту. Не больно кому охота же с такими связываться. Вообще не лежал у него только голова шевелилась. Сейчас мы вот уже второй год эти вот массажи делаем, физкультуру на дом, конечно, вызываем. И вот мы уже сидим. Вот сейчас уже, я говорю, писала заявление, чтобы нам разрешили поставить шведскую стенку. Нам сказали, разрешат. И разница в цене между стоимостью льготной аренды и ценой на рынке довольно ощутимая. По программе арендатор должен платить 14 тысяч рублей плюс за пользование водой и электроэнергией по показателям счетчика. Всего в фонде 45 квартир по улицам Каландрашвили и Богдана Чижика. Квадратура разная от 35 квадратных метров и больше. На сегодняшний день принимают документы на аренду 3 квартир. Список документов стандартный: паспорта, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка, если есть ребенок, да, и справка о доходах, также справка об инвалидности тоже требуется. Все квартиры в отличном состоянии, хороший ремонт, оснащены мебелью и всей необходимой бытовой техникой. Расположение домов в районе с развитой инфраструктурой упрощает жизнь маломобильных граждан. Заявление рассматривается и утверждается на протяжении 2 недель. Договор между арендодателем и арендатором заключается на 1 год. В случае необходимости его можно продлить. У нас отбор идет по конкурсу, и он идет по мере высвобождения квартир. Документы полностью принимаются в дистанционном формате, электронно, через портал государственных услуг Е-Якутия, и участник мероприятия обязательно должен иметь учетную запись. Данная программа очень актуальна и имеет большой спрос. За первый день сбора документов заявления подали уже 16 претендентов. Прием заявок продлится до 30 ноября. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Газификацию в дома жителей Тас-Юрях проведут с опозданием, но до конца этого года. Под социальную программу попадает 10 домов. На проведение и установку газового оборудования в домах жителям села Тас-Юрях по программе выделили 2 миллиона рублей. Сегодня в селе специалисты провели газопровод, построили газораспределительные сети. Однако успеют ли газовики сделать все до 40-градусных морозов? Это главный вопрос, который сейчас волнует жителей поселка. У нас поселок Газовиков, до Тас-Юряха всего 7 километров. И у нас почему-то вот не получается подключить газ вот во всех домах села Тас-Юрях. Да? Это проблема не только у меня, это проблема вот близ лежащих наших домов. В Айхале снесли главный корпус 8-й фабрики. Теперь строители приступили к демонтажу металлоконструкции, железнобетонного фундамента и ограждений. Напомним, разбирать здание рабочие начали в июле, а закрыли фабрику в январе 2020 года. Карьер Комсомольский, алмазы которого обогащали на фабрике, горняки полностью отработали. Предприятие функционировало более полувека. Строители сейчас вывезли 7 тысяч тонн металлолома и 30 тысяч тонн строительного мусора. Хвостохранилище фабрики не эксплуатируется, а земли рядом с ним ждет рекультивация. Через 5 лет ликвидация завершится. В Ленске тем временем открылась операционная для собак. В местном приюте добровольцы оборудовали комнату. К службе отлова все чаще присоединяются волонтеры. Им не безразлична судьба одиноких питомцев. Продолжение в сюжете Дарьи Боискоровой. Собака – лучший друг человека, но у этих четвероногих человека нет. На фотографиях бездомные хвостатые. Чтобы найти будущих хозяев каждому, ленские волонтеры организовали выставку. У нас уже был положительный опыт. Так 2 собаки нашли свой дом. И я надеюсь, что наша выставка, вы увидите и посмотрите, что на самом деле
Приютские собаки не такие злые, как кажется, как это клише. Альбина Новикова тоже против клише. Общий язык с одинокими собаками находит за несколько минут. Животное нужно просто погладить и приласкать. Таких неравнодушных, как Альбина, в Ленске десятки. Добровольцы посещают приют каждое воскресенье. Часами могут возиться с животными. Мы все знакомы, все дружим между собой. Очень нравится дарить улыбки какие-то и получать эмоции. Мы с собаками гуляем, все отпускаешь, какие-то негативные эмоции, конечно. Собака становится добрее, когда ее гладят, хвалят, разговаривают и показывают врачу. В приюте теперь это возможно. Здесь обустроили операционную. Закупили мы ее на собственные средства, на те, которые мы получаем за отлов. Удалось поднакопить. В первую очередь, конечно, она предназначается для текущих плановых операций, стерилизации, кастрации, то есть чтобы сократить расходы по времени. Теперь в службе отлова все собаки стерилизованы, а стерилизация – один из эффективных методов борьбы с ростом популяции безнадзорных животных. В 2019-м был пик. В Ленске от укусов собак пострадало 132 человека. В прошлом году – 105. За бездомными животными ухаживают ленчане с большим сердцем. Безразличие показывают те, которым когда-то надоел собственный питомец. Злых собак будет меньше, если каждый перестанет показывать свое равнодушие. Дарья Боискорова, Алексей Снин, телеканал «Алмазный край». В Якутске на базе Республиканского училища Олимпийского резерва состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Объект включает в себя хоккейную коробку с искусственным покрытием для тренировок по футболу, беговую дорожку на 200 метров, площадку для стритбола, тренажеры и снаряды для воркаута, а также трибуны на 100 мест. Спорткомплекс был возведен в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Стоимость строительства и обустройства объектов составила около 30 миллионов рублей. Стоят очень серьезные индикаторы к 2024 году. Это 55% систематически занимающихся по стране, а к 2030 году 70%. И посредством именно таких быстро возводимых спортивных сооружений мы должны создать условия для населения шаговой доступности. Например, в городе Якутск у нас обеспеченность составляет всего-навсего 17,2%. Но этим летом, насколько мы знаем, открыто очень много спортивных площадок для детского и дворового спорта. Открыто наш ФАКОТ. Я думаю, это послужит хорошим стимулом для достижения этих индикаторов. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.